Это был выбор наших предков, когда они, следуя своей мудрости, вошли в состав России и навсегда определили путь своего народа, положив начало новой эре в истории Ингушетии. 17 марта 1770 года вблизи селения Ангуш на обширной поляне Бартбосе ингушскими старейшинами был подписан договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России. «24 ингушские старшины во главе с Гарсом Чапановым и Сурхаем Мирзоевым после встречи с комендантом Кизляра генералом Немичем должны были принести присягу на верность России. Но факт принесения присяги был зарегистрирован в Ангуште, это колыбель Ингушетии, равнинной Ингушетии. Здесь в присутствии академика Иоганна Гюльденштета и при большом стечении народа, сам Иоганн Гюльденштет свидетельствует, что там было свыше 800 человек, вот эти старшины ингушские от всего ингушского народа принесли присягу на верность России. 12 июля того же года коллегия иностранных дел России одобрила этот договор. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей, в котором были учтены недочеты договора 1770 года. Важное значение в первую очередь для российского государства, для империи, которая видела в лице ингушей и тех людей, и тот народ, положиться на который можно. Мы потом и в своих исследованиях это отмечали еще. И для ингушей было очень выгодно быть в составе российского государства. К тому времени небольшой по численности народ. К тому времени народ, который переживал очень тяжелые события, которые происходили в горах, и нашествия, он должен был прежде всего думать о том, что нужно народ сохранить. Наши предки дали клятву быть вечно в подданстве великого русского государя, императрицы и его наследника. Это событие праздновали 3 дня и 3 ночи. Повсюду играли ингушские мотивы, а старики, обходя дома, поздравляли друг друга. С тех пор в жизни ингушского народа началась новая полоса. Никем не покоренные и свободные, как орлы, они добровольно обрели новую семью. И это действительно был праздник. Устраивали джигитовку, скачки, танцы. Этим объясняется, что, в принципе, весь народ был за то, чтобы принять российское подданство. В договоре написано: российское начальство даст им для защищения от внешних неприятелей российское войско, которое должно находиться в деревне их Назран. Отряд из 150 казаков, выделенный вместе с мушкетерами для охраны ингушей, при помощи местного населения приступил к строительству укрепления с наружным рвом и бруствером. Так у ингушских поселений возникла крепость, впоследствии разросшаяся и получившая название Назрановская. Строительство ее было завершено в 1817 году. Помощь царской армии пришлась кстати. Трехдневное сражение ингушей с войском имама Шамиля увенчалось успехом. Мемориал памяти и славы в Насыркорте включает барельеф вхождения Ингушетии в состав России с мемориальной доской «Клятвенное обещание», где выгравирован текст присяги на верность России. Приняв судьбоносное решение, ингуши уже не отступали от прописанных в договоре обязательств, принимали участие в Первой мировой войне, которая изменила мир и оставила глубокий след в памяти человечества. 23 августа 1914 года указом императора Николая II была создана Кавказская туземная дивизия, куда входил и ингушский полк. Это легендарная конница одержала ряд блестящих побед. Памятник ингушскому полку сегодня также красуется на мемориале памяти и славы. Здесь оживает целая историческая эпопея от становления ингушской государственности до нынешних дней с именами героев и важными событиями из жизни ингушского народа. Через 27 лет уже во время Великой Отечественной ингуши вновь доказали свою верность России. Даже когда целый народ отправили в ссылку в Казахстан, ингушские солдаты на фронте меняли свои фамилии и шли воевать дальше за родину. Не случайно в 2007 году указом президента Владимира Путина за мужество, стойкость и героизм Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы. Грамота о присвоении городу Малгобеку почетного звания город воинской славы вручается делегации Малгобека. Много
Много лет минуло с тех пор, как ингуши мечтали жить в своей республике, строить и развивать ингушскую государственность, культуру, науку и образование. Полученное в начале 90-х годов прошлого века ценой невероятных усилий самостоятельность ингушей казалась тогда очень хрупкой и призрачной, поскольку молодая республика сразу же столкнулась с общими для всей страны проблемами экономического развала. Маленькая Ингушетия выстояла и сохранила свой статус самостоятельного субъекта Российской Федерации. Референдум, который проходил в ноябре 1991 года, где бы большинством голосов жителей республики было поддержано, вернее, создание Республики Ингушетия в составе российского государства. И это был действительно тот итог, та оценка правильности выбранного пути нашими предками. То есть, выбрав путь единения с Россией 247 лет назад, сегодня мы это подтвердили. Наши предки оставили нам самое главное – большую семью, имена героев, государственность, гимн, флаг и родную республику. Ну а сохранить честь и клятву, данную 247 лет назад, они завещали всем будущим поколениям ингушей. Фериде Миршоева, Рамазан Зурабов, Новости 24.